Здравствуйте, добрый день. Сегодня я решил рассказать о своем деде, члене Союза художников Советского Союза. Звали его Тумусов Илья Иванович. Он носил фамилию отчима. Родного отца звали Иванов Николай, якутское имя Тянкьяну Ибан. Он был кузнецом и охотником. Якутск состоял почти полностью из деревянных домов, улицы имели мостовые. Сделанные из деревянных чурок, тротуары были из досок. Наш дядя жил в одной большой комнате старого купеческого особняка на углу улиц Петровского и Белинского, превращенном в общежитие работников типографии, где он работал графиком и ретушером. Художественные способности выявились у него в подростковом возрасте. Он нарисовал для Верхневилюйского дома культуры портреты Ленина и Сталина во весь рост. В те времена такие портреты устанавливались часто у главного входа в государственные учреждения с обеих сторон. Такой заказ был несомненным признанием его таланта. В 1941 году ему было только 18, но он сразу записался добровольцем и ушел на войну. Я засыпал его вопросами о его военных подвигах и был несколько разочарован прозаичностью его рассказов, сильно отличавшихся от пафоса героических советских фильмов. Он рассказывал, как голодали солдаты, о краже круглого хлеба у крестьянки, которую удачно спрятал в диске ручного пулемета. В первую атаку он шел без ружья и взял винтовку убитого солдата. В ноябре или декабре 1941 года во время атаки получил осколочное ранение в ногу и в руки и потерял сознание с мыслью: вот как, оказывается, умирают. Кровь замерзла в валенках, что спасло ему жизнь. Очнулся в госпитале, где ему ампутировали пальцы ног. После войны он начал учиться в техникуме связи, но потом поехал в Свердловск на курсы граверного дела. Костерезному и ювелирному делу учился у мастеров старшего поколения и быстро достиг больших успехов. Теперь я вам показываю несколько сохранившихся, но очень потемневших от времени кадров. Большим событием для всех жителей города было открытие осенью 1956 года Якутского университета на базе педагогического института.
Дядя гравировал название университетской газеты и оформлял первую страницу первого номера. Правительство Якутии и обком партии заказывали ему через художественный фонд Союза художников подарочные чароны из мамонтовой кости, ножи и другие изделия для руководителей СССР и партии, для маршалов и других известных людей. При этом руководство худфонда знало, что мой дядя любил веселые застолья с друзьями и отправлял к нему домой Афанасия Осипова, чтобы он не дал ему скучать и занимал его досуг шахматной игрой. Многие художники были настоящими алкоголиками. Впоследствии Осипов стал членом Академии художеств СССР, членом правления Союза художников СССР и народным художником. Он сам мне рассказал об этом случае в середине 1990-х годов, и я вспомнил молодого человека, приезжавшего часто к дяде на велосипеде и игравшего с ним в шахматы. Создавались также работы для международных выставок, но они никогда не возвращались в Якутск и исчезали без следа. Вероятно, их покупали музеи и коллекционеры. Дядя создавал также формы из латуни для барельефов для собраний сочинений, например, Аюнского. Он был также иллюстратором детских книг. У дяди было 3 дочерей, но сыновей у него не было. Поэтому он хотел, чтобы я стал продолжателем его творчества. Однажды он на улице встретился с директором художественного училища и представил меня ему со словами: «Это ваш будущий студент». Но я мечтал стать капитаном большого корабля. Послушайте отрывок из моего интервью Казанскому телевидению. Ну, живопись, значит, она меня всегда привлекала, потому что мой дядя был член Союза художников СССР, большой художник Якутии. Я, значит, вот видел, как он там рисует. Вообще он был и, значит, живописец, и график, и, так сказать, костерез. Из мамонтовой бивни, значит, в общем так. И вот потом вот так получилось, что вот в связи с этой игрой, так сказать, вот, ну, основал там вид искусства.